рамках нашего проекта в конце марта-начале апреля этого года была организована автомобильная экспедиция «Пути великих свершений» Якутск-Тикси. В ходе этой экспедиции мы посетили Верхоянский район, который помимо холода, природы, лошадей, самобытной истории знаменит еще и богатством своих недр, которые, конечно же, не могли оставаться без внимания государства. Для их добычи были брошены колоссальные силы и принесены в жертву жизни своих же граждан, попавших в жернова печально известного ГУЛАГа. Предыстория такова, что добыча олова в начале прошлого века в России велась только в Забайкалье, и с ростом промышленного производства страна была вынуждена импортировать этот редкоземельный металл. Шел второй год пятилетки. Вся страна повторяла тогда это слово «индустриализация». Это значило 5 миллионов тонн чугуна. Строительство химических комбинатов, подобных Керченскому. 1000 тонн химических удобрений для села. Так начиналась большая химия. Страна должна была обеспечивать себя всем необходимым. С началом индустриализации страна Советов направила свой взор на заполярный Верхоянск, и это стало временем радикального преобразования Верхоянского района. Если до 1930-х годов экономика района основывалась преимущественно на традиционных занятиях местного населения, то в годы индустриализации государство приступило к масштабному освоению минеральных ресурсов Северной Якутии. Верхоянский район является детищем промышленного освоения Севера, и его большой первый шаг, можно сказать, сделан здесь. В 30-х годах Советский Союз действовал по проекту, чтобы изучать, добывать олово на месте, в Союзе, не покупая его из внешних государств. Началось исследование Верхоянского района. Именно здесь, в Эгахая, был открыт месторождение олова Порфирием Епифановым. А так, во время Советского Союза, да? Только здесь было олово нашли, а так например, в Магадане только 40-е годы нашли, а здесь, то, что здесь есть олово, еще со времен екатерининских времен знали, что у нас есть. Вот где Андыбал, да, там раньше добывали, говорят, екатерининская штольня имеется, там добывали у нас свинец. 1938 год стал началом масштабного строительства горнодобывающего комплекса на севере Якутии. Строительство рудника Эгихая было завершено весной 1941 года. По своему промышленному значению Эгихая в этот период считалась вторым после Алдана центром горнодобывающей промышленности Якутии. Поселок назван Эгихая, назван геологоразведкой. В переводе с якутского означает «Медвежья гора». В 1941 году была открыта экспериментальная обогатительная фабрика, которая перерабатывала 10 тонн руды в сутки. Фабрика малых мощностей. За этой фабрикой находится шахта капитальная, которая в 90-х годах ее ликвидировали. Шахта работала параллельно вместе с большой фабрикой, которая находится в поселке Батагай, фабрика 418, которая больших мощностей. Эту фабрику построили вольнонаемные люди, и пока что заключенные не были НКВД, Дальстрой НКВД еще не было передано. Появление поселка Батагай, который ныне является центром Верхоянского района, тоже тесно связано с добычей олова. Батагай начали строить в 1936 году, нашли у нас Эгахая 30-е годы олова в 20 местах, 22 местах. И сначала построили Эгахая, там воды не хватало, поэтому тут и решили в Батагае построить обогатительную фабрику, потому что видите, это течет река. Тут раньше русло реки было. Оттуда воду брали и здесь обогатительные фабрики применяли. Да, раздравливали и сушили, и отделяли руду, специальные контейнера, загружали и везли сначала по реке до Новосибирска, где строили завод двигателей.
Одновременно создавалась транспортная инфраструктура. Для снабжения рудника и вывоза продукции началось строительство автозимника. И эту автодорогу, позже названную Яна, начали строить в 40-е годы, после завершения строительства дороги с Магадана в Хандыгу. Вместе с добычей олова в Верхоянский район впервые в 1939 году приехала колонна машин газогенераторных ЗИС-5. 9 машин и 3 трактора. И тем самым проложив начало большому пути янского автотранспорта в районе. А вот с 1947 года начали строить уже дорогу, республиканскую дорогу Яна, которая, вот еще раз повторяем, через Тополины проходит до Батагая. Строились, конечно, силами заключенных. Первые годы это были политические, а потом, когда война началась, там и дезертиры были, и полицаи, и предатели были. Ну, по некоторым данным, год где-то здесь работало не более 5000. Хотя многие говорят, что миллионы. О, это столько миллионов людей прокормить в то время, наверное, трудно было. Так что это в пределах 7-5000 человек. Использовали тачки в основном. Лагеря строили в пределах 10 километров. Ну, в зависимости от рельефа и сложности трассы. И с одного участка их называли прорабство. Ну, это лагеря заключенных, и они шли навстречу друг другу с тачками. Мы использовали, конечно, некоторые машины. ЗИС-5 тогда были. Ну и небольшие трактора. К сожалению, тогда, ввиду ряда причин, строительство круглогодичной дороги до Верхоянска завершено не было. Как говорит история, строительство дороги в сторону Верхоянска продолжалось и после Тополинова. Она закончилась в 1953 году со смертью Сталина. Это где-то около 50-60 километров от Тополина. И дорога вот эта проходит чуть выше, вот, и на этом месте все, дальше строительство дороги было прекращено. Освоение удаленных северных территорий требовало огромного количества рабочей силы. В условиях нехватки населения государство широко использовало труд заключенных системы ГУЛАГа. В частности, в 1941 году было создано Янское горно-промышленное управление Дальстроя, основной задачей которого стала разработка оловянных месторождений Верхоянского района. Одновременно действовал исправительно-трудовой лагерь, обеспечивавший предприятия рабочей силой. По данным архивных исследований, численность заключенных могла достигать нескольких тысяч человек. После окончания Великой Отечественной войны масштабы освоения района еще более возросли. В сентябре 1949 года был организован Янский исправительно-трудовой лагерь Янлаг, управление которого располагалось в поселке Эгехая. Численность заключенных достигала около 7200 человек. Лагерь просуществовал до декабря 1956 года. В общем, на территории Верхоянского района функционировала целая сеть лагерных подразделений Янлага. Многие лагерные пункты размещались непосредственно возле рудников и объектов транспортной инфраструктуры. Заключенные не только добывали руду, но и строили дороги, склады, жилые поселки и производственные объекты. Лагеров, 20 лагерей было, по каждых несколько километров были, и они работали, в основном ручной труд был. На тачках, кайдло, киркой. Батагая расположена на болоте, да, в основном. И они это землю засыпали, и что сделали, чтобы людям... Весь север большой построили, в основном, заключенные. Особое значение имели месторождения олова Эгехая и Кестер. Заключенные работали в тяжелейших климатических условиях Верхоянья, где зимние температуры регулярно опускались ниже минус 50 градусов Цельсия. Среди узников Янлага находились как осужденные по уголовным статьям, так и жертвы политических репрессий. Многие были осуждены по печально известной 58-й статье Уголовного кодекса как «враги народа», антисоветские элементы
или контрреволюционеры. Среди них были многие выдающиеся сыны Якутии, которые в основном, как и большинство узников ГУЛАГа, были осуждены по сфабрикованным делам. Бебігін кәлен тұрыбыт бұл құлақ систематын қайаден берулханны білдер фабрика, шахтатын, байтар заводын аттыр кәлен тұрыбыт. Бұл серге үрбетче лағыр аттыр тұрбыды ден болақтақтыр кәпсілдер историктер. Үтен оттаманна білдерін көдбік әлбәқ сақасырын нүргін жанлары әме бәйірін тәйқ солдырыр болан тұралыр. Ол күдет ойбан арбита болды, кеснафонта болды. Ол бөйгер бұл бейге бір дойдылақ бұд. Анан Никонович Андреев бір білдер көстер чағылқай халаятчы Совнарком председателя. Олық жаға қайыстыватын наркомны ләбет. Бастықы теплоэлектроцентральға директор Давид Кейкалан манны сери билеметегер бәйтін олығын дүміктен тұрыр. Иван Слепцов, Орбита, родился в Мегино-Кангалахском улусе, село Тарагай, в 1913 году. Старшим сыном многодетной крестьянской семье, состоящей из 6 детей. С ранних лет, с подросткового возраста Иван начал писать стихи. Он увлекался живописью также. Иван Орбита, как его псевдоним Орбита, был одним из таких интересных поэтов Якутии. И он является в якутской поэзии тем, который был новатором, и его образы, которые он воспринял из европейской поэзии, из школы символистов, футуристов, очень обогатили якутскую поэзию. И его считается в Якутии поэтом для поэтов. И я помню в 90-е годы, когда возвращалось имя Ивана Орбиты для широкого круга читателей, он был очень популярен. И среди его почитателей был, например, шаман Владимир Кондаков, который использовал его стихи, чтобы лечить заик. И Иван Орбита является одним из крупных переводчиков своего времени. Это конец 30-х, начало 40-х. И среди его переводов это очень классические, сильные переводы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. И, кстати, он является составителем первого сборника на якутском Михаила Юрьевича Лермонтова. Место его захоронения до сих пор неизвестно. Есть только документы архивные о том, что он прибывает в Верхоянский район. И дальше пути уже неизвестны. В 2016 году его земляки в преддверии Исеха Олонхо установили мемориальную доску в память о своем знаменитом земляке, поэте Иване Орбита, которого только в 90-х годах реабилитировали. Да. Датируется 43-м годом дата смерти. Ну а так точно неизвестно. 2 года, 2,5. Да, в 43-м году как раз открывается Батагайская фабрика. Возможно, место захоронения его и в Батагае, возможно. Там есть братские могилы у нас. Заключенные работали от 10 до 12 часов в сутки в условиях полярной зимы и вечной мерзлоты. Недостаточное питание, тяжелый физический труд, болезни и суровый климат приводили к высокой смертности. Удаленность района и практически полное отсутствие дорог делали побег почти невозможным. Огромные расстояния, морозы и малонаселенность превращали территорию Верхоянья в естественную изоляцию для заключенных. Все это вело к тому, что среди заключенных нередко возникали бунты, конфликты как с лагерным персоналом, так и между узниками. И по легенде был участником восстания зэков, которые оборонялись, осужденных, которые оборонялись вокруг горы Эхакая. И там была большая бойня, там расстреливали. Это не в Затоне Чолбон было? Нет, по-моему, по легенде говорят, что это Эхакая. Может быть, Затон Чолбон, здесь, где содержались особо опасные преступники и политические, они вместе содержались. И Затон Чолбон находится рядом с Батагаем, туда, ниже. И говорят, что эти уголовники очень обижали и всячески унижали
политических, культурных людей, образованных. И я читала воспоминания, что однажды они устроили такой бунт, что перепугались все. Вот именно вот политические устроили бунт. Это было в Затоне И Чолбо. Иван Орбита был руководителем вот этого бунта? Нет, он, Возможно. Сподвижник. да, вот был участником. Участником. Да, и как одним из организаторов там. И там по воспоминаниям земляка Ивана Орбиты, вот его вот арестовали в числе вот зачинщиков. И он сказал, что вот там арестовывали всех без разбору. Он мог быть еще не главным, и не участником, просто там без разбора всех повально арестовывали, кого-то расстреливали, кого-то освобождали. Творчество Ивана Орбиты до сих пор остается любимым в народе. Его стихотворения нередко становятся популярными песнями. Тому есть масса примеров. Мен тыным алгыстан кыранар, мен тылым кырыстан алханар. После смерти Сталина в 1953 году началось постепенное сворачивание лагерной системы. В 1956 году Енлаг был ликвидирован, а предприятия стали переводиться на труд вольно-наемных работников. Вот видите, вот этот клуб двухэтажный, каменный, да, это построено заключенного до 1957 году. Здесь до 1953-го, когда Сталин умер, до этого политические были. Потом в 60-х уже начали закрываться лагеря. А так остались, которые невыездные, вот здесь поженились, здесь оставили свои корни. Несмотря на закрытие лагерей, добыча олова продолжалась еще несколько десятилетий. Поселок Эге-Хая оставался крупным промышленным центром. Однако к началу 1970-х годов запасы руды начали истощаться, и снижение объемов добычи привели к постепенному упадку горнодобывающей отрасли района. 9 декабря 1973 года Министерство цветной металлургии приняло решение о закрытии рудника Эге-Хая. После этого начался массовый отток населения. Какая сейчас, сколько человек проживает? Сейчас 3500. И каждым годом, кажется, уменьшается, уезжают люди. Меньше и меньше становится. Ничего не производится, да? Да, сейчас Ничего не добывается, ничего не производится. пока нет, да. Но запасы еще лежат, нет, как могут еще добывать, если что. Некоторое время поселок Эге-Хая продолжал существовать благодаря Янской автобазе, основанной еще в 1938 году и обеспечивавшей грузоперевозки для северных районов Якутии. В память о водителях-первопроходцах и первых автозимниках в 1988 году в Эге-Хае был установлен памятник грузовику ЗИС-5. На сегодняшний день, после продолжительного простоя в связи с развитием технологий добычи, горно-промышленная отрасль района вновь приобретает актуальность. Новую жизнь в нее должно будет внести разработка новых месторождений золота, таких как Кючус, которая по разведанным запасам считается второй в Якутии после Нежданинского. Неплохие перспективы имеет и добыча олова, благодаря которому в свое время Верхоянский район стал наряду с Алданом одним из важнейших горно-промышленных центров Якутии. Основную роль в этом процессе должно сыграть развитие транспортной инфраструктуры, строительство круглогодичной автодороги, а в перспективе и прокладка железной дороги. Учитывая эти факты, мы уверены, что горная промышленность Верхоянья рано или поздно обязательно возродится, подобно фениксу из пепла, и станет локомотивом экономического развития района.
Оннаттан бери битигер үгәс көрдүк. Беге эрелләк партнер бут таптап автодор үлетин камнаһын туганан керчекиллер битен камна. Min hama rina ko ganyan to dagana tahangad de hangalana dagana ustujen tel tetten doror ne gegel bitim bastan keler bite ekeler berchatan uybay bana was bochonyen ngaran ula akid bipit nikol kim niki berap lop hemen avstin ikem kurs putna sultan gel bipit kursu polana ol khamba terelta rina khalana regar metten boten istangal but ontan keleme de doror ne gel ikem la akiden ula bitahangala apmen bastan kachigardan kidbit Ondan ağa yoqunupka kaçıgardığı bir kıtırı siz bir yana aktar golop puttura gireydirge. Jon oňostan kıhınlara hayınlara bakan nöle bitim. Bir girer biter dororuna bastan halaqana waqtarıltete. Jontan arahana teknika olaran töksünler siz bir yana aqa olur bitim. Oçolaga hapasça sigin ulaqan mettak. Gireydir bu hagan buldozer basmagınan onu horarete ol hin tuluk taharet. Ondan beyetin bu haga bolana çaras anı tuaq bulurgu bu haq botun. İki kasko dihirgeti beka ulan alaret. Tonduk arahanaydan bu haga kayan lelan hin hiddan hulu köndereret. Oçolar göttan terevanya aridan hamna hörogos. Ondan kelin ustuguran biligin botun edergallı anal spes katanak bu haqlarından lelir bozuldu. Taraxtar kennetten yajamun bir hıl kuddule labetagam. O kennetten ibaybana usulan hapqoğunan üllepete. Yol bir emami rınak hama yegan torar keme bulan ağlanlar. Toğukta botun ötümenne ağastan askelen barta behili bitinden ahirete. Onu ibah hemen eves bine küreptiyen kehilinikken öyle hatta bitettün eten bartın behili bitihinen ahiret. Onu oraypolali hediyo pola manajena takayas polo çottan bilingen alıp kuttanabın. O çologottan zaymaşı zoşot sotugar sahalıga arkame hüger tiye ibay bana tak bartın bulan ağlanlar jonotun ettirelleri. Ahı bulana bir fabrikattan simit kanditerskay izdeliyegin boğatın ağlanlar. Barta ol. Anı makaronu izdeliye tergıllı botu hılay. Ondan takalı tonuna egin kelereti. Onu zaymaşı sotugar öyle hatterge tüngeten. Anı terilteler gemiye bir heküleli terilteler emiyon tonulalar eti. Anı hamay kuttanlarım cebili produkta bortu bulujen hamay tugum ol bular eti. Bir de makaronu izdeliye botu humba tutur butonu. Onu bir gün cebilen emme makaronu bardın cemme horuyan öyle hatterge. Hası makaronu barda biter bolla. Ustatalar kelen tiyet bollular. Bugün ul batakatna meliyagat tiyet. Ondan araya bitti ki hekal bitim. Iskalatam taha botun üllen neskihi. Kana ev iliyali işaray qahatir. Kalırım anlatırgenlik makaronu kelli bitigin. Hatta bastan ödevetim ben bile hasıda cebile eveppi. Ulkun ondan botu tergöllü qahannağı bol batak. Canım onu ün kulularlar. Yine türgen bayatık ağayata mesdiler. Onluk sulu şeyler kıtta var bolalar ete. Teknikanı bolana botun bolaji vostoktan igen ağalanı olattattın ateller ete. Uybay bana ol korattan igen traktörger tiye bölürüz traktörger tiye bulan ağalan ülehetteriger tüngeder ete. Min bolana bortuğa azık kelbite. Tarahanka hemen ve ıl diyebitin kehibit akastamış bite. Yine katamen köddamen bilingen olan tugam. Ağhon yusullamazsın tugam. On tugam bilindanı mine hajabın. Terlte wasena kanneke ulaqandık lappa kıgıda hebiligine tergallı teknikı barta ulaqan tuaq bolla. Anaddas giredir bir bilin. Wan ikkidu. Saksa aksanın da onu boput. Ekskavator rot botun dipisi polarete. Ötükölüge baragar bir omak ekskavator dağıtı bit. Ola bara bota tükölüge upakka. Bu pokotun buhan, bor botan qahan etergallı. Ötükölün arın ne bu ha potqolo bara ola ekskavator igen bal bola. Jaman jon samaqolo hutun annu karbitin. Toqtolar dunurular dün bihola tabutünler konustere ayas u biremetir ayas küskeleler bitere. Utuyarun umnan turan. Yignan tükölü bu patakput. Waqta batay dawlahan ukelam bar butaçolagga. Teknika but hangardıldan herrükse. Çeçişten taqa teknika laqı pahala bilin. Ulaqan asparta ve zavod kalbite. Ke bu tuq hol kalitiger onu belemnen üle kurduk bolar ballaji. Onda bu tükölühin bartına pastes pallatı Ederit chat bolağına hin üla keleller gınan baran bilin aridana ederit chatanlar pasivna hoğus bolacak bu mağarım. Nar çepçiki oluğu çepçiküllerini batı haqtıllar. Bitiral tağı harbalan hıcı çavusaynan tuğ. Ulaqanlık ederit chat kale baraturas. Tuhoroqtara hinden hin qalbıttara hüddağın üledi hicjallar. Manda cenette qayas tuğaktara halallar. Aridana üçüge tuğ hoğus ettiler. Otomette hatta uhabat. Hullete manda cenette
Katana onu göre hamallay. Onlar iddiana tuludda tuaq jannar ülelil. Tuaq qasıganna onna tuludda arida tolko yoğus jannar. Ottannar jannar. Baga hanam jana tanteriltayas küska sahiddennada. Onna hol tututayas bu tatlı hugardağanatında uluska tamponanı küska varara bollar. Teriltele laqpallağanara üçeydi olur. Otele hoqpallarına meliyet bollaq. Hamay gılavne bu. Wal kadar wallahi dida var bulute. Ola hıyat hem yutupsan hem bar butun kudu baran yihar bul. Oh,